Ребята, сегодня я у своего друга Гусейна. Он открыл спортивный зал для баскетболистов, для юных баскетболистов. Гусейн уже довольно давно занимается в Бруклине баскетболом, учит молодых. Так вот, сам он тут. Всем привет! Гусейн. У нас баскетбольная академия называется Hoops Academy. Около 300 детей в количестве. И мы располагаемся в разных локациях. Даунтаун, Бруклин, Уиллсбурге. И есть еще пару групп на Южном Бруклине. Это наше основное место, центр. Все дети из даунтаун Бруклина, Вильямсбурга будут приходить сюда для игр, для тренировок и так далее. Кстати, Гусейн сам из Туркменистана. Да, Если так кто верно. помнит, у нас есть видео старое. Гусейн, а к тебе приходят не только из Бруклина люди, то есть твои ученики? Ну, есть кто приезжает с Куинса. Не так много, правда, может быть, где-то 5-10% всего количества учеников с Манхэттена, со Стейтен-Айленда, не думаю, с Куинса есть, да, с Лонг-Айленда есть пару студентов, пару игроков. Ну да, пока мы как бы на локальном уровне, здесь вполне-таки достаточно детей. Вот так вот. Сколько лет ты уже занимаешься? Тренерской Да. деятельностью. Ну, именно в Америке. США, да. 5 лет. 5 лет? 5 лет. 5 лет назад, когда я начал, как раз-таки у нас было интервью. Это было вот примерно тогда я начал. И вот спустя 5 лет сейчас мы Да. в таком положении. Кстати, у Гусейна школа стала намного популярнее за эти 5 лет. Да я даже у него один зал рядом с нашим третьим кофешопом было. Я слышал даже, как родители там обсуждали этот зал. То есть он уже довольно популярен в Нью-Йорке. Надеюсь, скоро выйдет на всю США. Надеюсь, у него школы будут. Есть ли какие-нибудь звезды, которые у вас потренировались? Ну, есть потенциал в будущем, что будут звезды. Но на данный момент я не могу сказать, что у нас звезды занимаются. Это детская академия. У нас есть тренера, которые приводят своих учеников, которые играют там в колледже на высоком уровне, то есть будущие звезды. Да. Есть тренера, которые тренировали нынешних игроков там профессиональных, которые играют в НБА и так далее. Ну, мы работаем над этим. Я думаю, 5-10 лет уже результат будет. Это невозможно добиться результата за год или за два. Ну, в будущем, конечно, будет что-то, я уверен. Да. Ребята, чтобы вы понимали, баскетбол в США очень серьезный спорт. То есть в наших странах оно не очень популярное, хотя все знают. Но тут очень серьезно. Прям вот как у нас за футбол болеют, тут за баскетбол вот так. Вот crazy, то есть сумасшедше болеют. Поэтому я думаю, я вижу перспективу в бизнесе Гусейна и желаю тебе удачи, брат. Спасибо. Идем внутрь, посмотрим, что у нас там. Да, давайте. Кстати, ремонт очень стильный. Все прям сделано на профессиональном уровне. Гусейн, а это все вы сами поставили, да? Да, все здесь было, так сказать, когда мы сюда пришли, здесь даже света не было яркого. Просто я вижу, что очень многое тут прям блестит новое. Да. Я так Все новое. предполагаю, что это вы сделали. Здесь кроме стены, крыши ничего не было и полов. То есть даже баскетбольный паркет мы сами поставили. И под баскетбольным паркетом нам надо было выровнять бетон, потому что ты не можешь ставить паркет такой, если полы неровные. То есть надо было выровнять. Получается, мы залили бетоном, новый слой, выровняли, потом паркет, ну и так далее. Я понял. А сложно было вот эти пермиты получать для работы от города? Не то, что сложно, стоит денег и времени. То есть мы наняли
архитектора, и у нас заняло 1,5 месяца для планировки всего этого, и где-то еще 2-3 недели, получается, ушло на получение разрешений, то есть пермитов, чтобы начать работу. Ну, в общем, в общей сложности 2,5 месяца примерно у нас ушло, прежде чем мы начали работу. А сама работа, она где-то примерно 1,5 месяца. Мы закончили за 1,5 месяца всю работу. И вот сейчас, как видите. А платишь ли какие-то деньги за эти пермиты? За для пермиты, стройки? конечно. За каждый пермит ты платишь, ну, в зависимости какой пермит, ну, в среднем где-то от 1000 до $2000 за каждый пермит. В общей сложности там около 5 пермитов мы получили на электричество, кондиционер, на постройку, на обычную работу, ремонтную, на plumbing. Что это у нас будет? Сантехника, На да. сантехнику. И плюс, конечно, сама работа специалистов, как архитекторов, и архитекторская работа заняла у нас около $35 000, только архитекторская работа. Ну, вот так вот. Круто, круто. Ребята, чтобы вы понимали, в США начать работу, например, строительство, да, даже ты это место взял, или даже если ты и имеешь это место, то есть это выкуплено твое, да, ты не можешь начать строительную работу, не согласовав с государством, с городом. Поэтому, да, молодцы, ребят. Да.